Добрый день, уважаемые телезрители! С первыми днями марта наконец-то распогодилось. После долгих, промозглых туманов выглянуло солнце, все вокруг засияло, засверкало мириадами огней снежных бриллиантов. В эту пору рыба, теснимая нарастающим от лютых морозов льдом, собралась в больших количествах в излюбленные омуты, и народ начинает готовиться к куюру. Куюр – это особенный способ ловли озерной рыбы, карасей и гальянов, присущий только народу Саха. Такого вида рыбной ловли нет ни у одного из народов мира. Куюр распространен в Центральной Якутии, где множество мелких, промерзающих до дна озер. Наша съемочная группа выехала в село Ломтука, чтобы самим научиться этому экзотичному способу. Учителем нашим будет герой предыдущих передач, энтузиаст возрождения этого древнего способа ловли Прокопий Андреев. Место нашей рыбалки – озеро Кулгуннах. Koyata denir bütün yüce bu. Hep diye. Muanı vallahi bir bılırgı sakalar bütün olur. Bizim kimden olbat. Mas samay kilin samay tımniga bıhanılanlar kayıtanlar diye kildiren hılıtan ugogan maranlar bu manlık yiyegaller. Yiyegan doğuranlar ham bayan kıvıştakta jonluk katan bu. Bu kahan oğulduğu tevilli batırı hatta hiccer. Bu ömye. Bu kuyruğu vallahi bir hene anıgıcan kene barıta sap siyetka bılırgılar buna sılgı kuturgunan kılınan bayıldı. Cedbak kıl bara bul vaxtaq onu tuğaktamın bu biyen bay bitim. Boğuculatan. Ballara attı karağa kıra onta kengani bu kengan. Bu vallahi kadın kılgaç temin diyeleven bir ettim. O çavuğu giddana bu tereyer manlık. U çugartı vaktan tereyen taksar. Uğamadan da urut da manan ütüğün kayıgın. Uğu tuldan pişlatin diye. Onu bu kadın ereydinen manlık oğurdum. Ustopar kurduk. Bu kagan uğamadan bu battaya kadar bu ne kira aldı bu. O çavuğu düşpet. Bana kam taddan baydın duruyor. En kuttan bakın tühen kaldı diye. Tekrar korman ne? Bu inleri durum varlık bana niye yaptı? Bu bastım diye. Onu kamam var mı? Kayan ne diye yaptı aslında. Evet. Malın aslı şiddet. Evet onu diye dedi. Belge var ne mi? Onu diye yaptı. Bu. Bir gün aynı kedin ya. Onu bir hikaye bu kaçta doktor. Onunla bir doktor hani halledi. O sonra o dedi ki öyle böyle ki giderken kutucunun çıktı. Ya niye böyle korete? Yok onu hep baktı. Hani bir meri kamın bu. Bir meri yılların barın yaktı. Bu diğer kiran barın istim barın hep barın yaktı. Ne bileyim, bastakını koyduk, ona havanlık buldu. Bu birazını. Olun kovdu. Yalan kadar ben sanırım ki. Bu artık gidelim dönüyor. Наш редактор Степан решает наконец-то научиться рубить пишней прорубь. Прокопий объясняет, как пользоваться пишней. Степан рьяно берется за работу, но нагибается слишком низко, что чревато. Скоро у него заноет поясница. Прокопий замечает ошибку и советует правую руку на пишне
переместить выше. Вначале пишней прорубается центр будущей проруби, а затем прорубь расширяется так, чтобы свободно можно было внести и вытащить куюр. Прорубив лед насквозь, куюрщик выбрасывает специальной лопатой накопившиеся осколки льда. Такая очистка производится и по окончании приготовления проруби. Вычистив прорубь, куюрщик, держа пишню наклонно, расширяет внутреннюю часть проруби так, чтобы она приняла вид перевернутой воронки. Далее в готовую прорубь погружают куюр, вдевают его в длинную ручку, манты, ту доску, которую принято называть тюрей. Тюрей устанавливается на поверхности льда так, чтобы просверленная на ней дыра оставалась неподвижной на самой середине проруби. Теперь все приготовления готовы. Наступив одной ногой на конец тюрей, рыболов берется за манки, приподнимает ее так, чтобы куюр внизу не задевал дна. Далее он начинает делать вращательное движение. Чувствуя утяжеление снасти, куюрщик резко прекращает вращение и ловким движением вытаскивает ее наружу. До появления необходимой сноровки при вытаскивании новички нередко поражаются пустоте, недавно только весьма отяжелевшего куюра. Они не знают, что именно при выемке надо помнить, что куюр якутский есть не что иное, как сетчатая центрифуга, и рыба, процеживаясь из потока воды, остается внутри сетки только благодаря вращательной инерции. В мартовскую теплынь, при ярком сиянии весеннего солнца и снега, куюрный лов не просто промысел, но и превосходный вид активного отдыха. Его прелесть особенно чувствительна после вынужденного заточения в помещениях во время долгих морозных месяцев якутской зимы, и потому не всегда важны результаты. На свежий воздух спешат и стар, и млад. И сегодня 73-летний старец Макар не стерпел и приехал на озеро. Куюр тем маннык лакны булар. Лакны жаас. Так. Кулунан кулаңара. Куюр төккөт түбәнән келәч. Atau mana kalian beran mana nani kurang betul kilo, o kilo kurang beran bilik apa tu? Bilem ba. Kata sudah beri. Ото намаа кирин. Көрөн билеген. Тогона карактара ин рас була. Хорор күтүтөгөт деп ат булач. Билин бу көл холовра олок күтүтөр наа пси бар батак. Онан балыгы күтүтөр да тар була. Куюр ки бесчилигер. Көңүлө. Куюр – не орудие хищнического истребления озерной живности. Он, наоборот, дает возможность использовать и без лова погибающую от мороза рыбу. Разведку мест скопления рыб
приходится проводить на месте пешней. А это сказать только легко. Нешуточное дело пробивать прорубь почти двухметровой толще весеннего льда. При недостаточном знании данного рельефа водоема можно пробить десяток прорубей и остаться без единой жалкой рыбешки. Вот тогда не всякий скажет, что куюр метод добычливый. Дело здесь облегчается тем, что подобную разведку обычно проводят при скоплении значительного количества рыбаков. Тогда одновременно поясняется картина размещения рыб сразу во многих предполагаемых точках. На чьей проруби окажется рыба, туда и подбегают все остальные. Они пробивают новые проруби в непосредственной близости от разведанной добычливой. На этих прорубях уже начинается настоящий лов. Куюр – дело азартное, особенно для шибко увлекающихся. Куюрщики, сбросив с себя тяжелые куртки, стараются добраться до желанного фонтана воды. Здесь бывают свои непревзойденные мастера дела. Мы не упустили случая лишний раз полюбоваться их искусной работой. Невозмутимо спокойные, без излишней суеты и траты сил, они пешней действуют настолько легко, что при наблюдении со стороны кажется, будто они не твердый лед колют, а ворошат простой палкой рыхлый мягкий снег. Конечно, это многолетний опыт, отточенная техника движений, но очень многое зависит и от особенностей формы пешни. Прокопий – один из тех рационализаторов, которые начали искать новые формы для пешни. Bu oңута хиннигести. Бу хиннигести. Баттемуна утаксыдылы Курана муска жалоо чөйдик барар. Онтон утагастагана мөлтүр. Хатанас падахны жөлүтенне маны сиде курдуң орамаранген дуршлак курдуң ораманы турокун сеп. Түгага таксыбатаны кайдай банкайтар бат. Түгага таксыеннада. Аджанан. Мула Курана муска жа чөйдик барар чене аннерге чепчике. Онтон бу не бар бу. Леппегер. Бу будан ухам кетип батта. Ванниде төһөнү бара раджасаддаганы хайыдда самый ходовой они бу универсал дияханада. Куранахтын мухугары чугай утагасты өкшүчүгай аджатарына. Бу Куран кебес бу маннык метогоры түйөңүнө хуак бу. Клаакка оспатта. Прокопию Константиновичу нередко за советом обращаются молодые.
Бу маны курдук. Bu kim o hutay? Бу чурапчылар кене. Маны курдук. Диту кеде. Ya bu da köy buldu vakta. Sünni günü değil bu. Bu tankar bollarını kıyan muska hıstı var. Bu teveteri üçe vopse sünnütten önde var buldu vakta. Metegar hoş kurduk manlık. Çoğunca tutar. İnne masında anı tuppat. Kolumda manlık çalastı kıldıra bu hani bana varan hen oy bunun tuturuz kanan köy. Ondan ebeter üçe bollu döndük. Tehe çalastı kıldıran adam var hani. Девятилетний Витя впервые приехал с отцом на Куюр. По мнению Евгения, отца Вити, приучать мальчика к охоте и рыбалке нужно до подросткового возраста, когда он только начинает познавать окружающий мир. Потом время может быть безвозвратно упущено. У мальчика появятся другие интересы. Ребенок, который с малых лет впитал в себя любовь к природе, никогда не вырастет плохим человеком. Тем временем разжигают костер и ставят варить уху из свежевыловленных карасей. Отличительной особенностью якутской ухи из карася является приготовление его вместе с внутренностями. Без последних уха считается невкусной, не наваристой. Как нехорош весенний воздух, нам пора ехать. Прокопий приглашает к себе распробовать жареных карасей. Ой, мне аж полгода. Новых там и дальше хатам было. Уже балык отдыха салганы лунцы. Салганы да амтаны хитаялар. Анам бу себе хекети бет. Вау. Елизавета Васильевна ловкими движениями делает на карасе надрез с правой стороны между третьим и четвертым ребрами и извлекает желчный пузырь. Перед жаркой карасей обваливают в муке, смешанной солью и молотым перцем, и кладут на сковороду. Прожаривают с обеих сторон до готовности. Караси можно жарить без мучной панировки. При этом способе рыба остается мягкой. Готовность определяется проколом. Если вытекает немного прозрачного сока, то рыба готова. Вскоре гостеприимные хозяева зовут нас к столу. Ничто так не соединяет и не сближает людей, как совместное увлечение. Также и куюр, и спорт, и промысел – лишний повод поразмяться и подышать ядреным, таежным и повторимо свежим мартовским воздухом. Мы не первый раз возвращаемся к этой теме и можем с уверенностью сказать, что древний промысел народа Саха действительно возрождается. К нему примыкают все больше людей, и, что примечательно, молодежь. А значит, традиции наших предков будут жить. На этом, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч.